Аллаху Акбар, Аллаху Акбар, Аллаху Акбар, Аллаху Акбар. Бисмиллахи рахмани рахим, альхамдулиллахи, вассалату вассаламу аля расулиллахи, ва аля алихи, ва асхабихи, ва ман валя. Хвала Аллаху, приближается один из великих праздников нашей религии – Айд-уль-Адха, Курбан-Байрам. В этом году он пройдет 16 июня и будет продолжаться 3 дня – 16, 17 и 18. Эти дни – это не просто дни праздника, а также дни, когда мусульмане стремятся выполнить одно из великих поручений Всевышнего Аллаха Субханаху ва Тааля – это заклание жертвенных животных. В Священном Коране Аллах Всевышний говорит: «Фасалли ли раббика ванхар», «Выстаивай же молитву и принеси жертву ради своего Господа». Поэтому, если в этот день у мусульманина есть материальная возможность, а именно сумма в 51 тысячу рублей, то ему становится обязательным в эти дни принести жертву. От одного человека дозволяется принести в жертву овцу, барана или козу. От имени 7 человек дозволяется приносить жертву корову или верблюда. Закалывать животное дозволительно в любой из 3 дней этого праздника – 16, 17 или 18. Время закалывания начинается 16 числа с утра, с наступлением рассвета, после прочтения праздничной молитвы, и продолжается до наступления вечера 3-го дня праздника Курбан, до заката солнца. Мясо жертвенных животных человек может использовать в разных направлениях. Может с семьей, родственниками приготовить угощение, праздничный стол, либо же раздать часть из этого нуждающимся беднякам, родственникам, знакомым. И также какую-то часть этого может запастись для будущего. Но также рекомендуется разделить жертвенное животное на 3 части. 1/3 пожертвовать беднякам и нуждающимся, другую треть угостить родственников, близких, семью, и другую треть можно запастись для своей семьи на будущее. Но также дозволительно все жертвенное животное пожертвовать беднякам и нуждающимся. Ассаляму алейкум, хайр-лекен. К празднику Курбан-Байрам мы готовимся заранее. И сейчас я вам покажу, что, когда и где будет организовано. Вот здесь, во дворе мечети, будет праздничная торговля. Сам праздничный намаз будет организован следующим образом. Мечеть открывается в 6:00. По заполняемости люди могут занимать места для намаза на территории мечети. У нас обозначена разметка, которая позволяет определить кыблу, направление, и выровнять ряды во время молитвы. Аллаху Акбар, Аллаху Акбар, Аллаху Акбар, валиллахил хамд. После праздничного намаза наступает время жертвоприношения. В этом году жертвоприношений на территории центральной мечети не будет. Организованное жертвоприношение будет проходить в Камских полянах, специально оборудованных для этого местах. Начало праздника Курбан-Байрам в 7:00, и начнется он со чтения священного Корана. В 9 часов праздник переместится в парк «Семья». Будут организованы игры как для взрослых, так и для детей. А кульминацией праздника будет выступление детей на летней сцене. جئت إليك ذليلا أناجي من لي غيرك ربي يسمع مني شكواي من يستجيب الدعاء إلا الذي قد دعانا إليه من لي غيرك ربي معبود فيه رجايا. Дорогие горожане и гости нашего города, приглашаем вас на праздник Курбан-Байрам. إنني عبد ضعيف حظه لا يستقيم لا تحرمني ربي من لطفك العميم
فسقامي اتعبتني يا ربي يا الرحيم. Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Наша мечеть всегда рада и готова принять маломобильных жителей нашего города. И традиционно именно на второй день нашего праздника мы собираем таких горожан. На территории центральной мечети мы расставляем столы и стулья, готовимся к приему от 200 и более мужественных и особенных людей нашего города. Традиционно их встречают хазраты, будет угощение и теплый прием. Просим Всевышнего Аллаха дать нам встретить наш праздник Курбан-Байрам в добром здравии. Праздник жертвоприношения является одним из великих обрядов нашей религии, постановление Всевышнего Аллаха Субханаху ва Тааля. И какое бы постановление, повеление Всевышнего не было, оно несет в себе определенную мудрость и назидание творением Всевышнего. Касаемо Курбан-Байрама, мудрости и пользы для человека в этом много. Одна же из них – это очистить сердце человека от любви и привязанности к благам этого мирского мира и научить человека жертвовать своим имуществом, которое ему ценно, которое ему дорого, которое он любит, ради довольствия Всевышнего Аллаха Субханаху ва Тааля. И также праздник жертвоприношения, он напоминает нам одну истину, что если человек стремится получить довольствие Всевышнего, стремится к его помощи, к поддержке Всевышнего, то в первую очередь он сам должен пойти на определенные жертвы. Пожертвовать своей силой на благие дела, на помощь окружающим, на благотворительность. Не думать только о себе. И если человек будет проживать жизнь таким образом, то Всевышний Аллах Субхану ва Тааля не оставит его без своей поддержки. Всех нижнекамцев поздравляем с наступающим Курбан-Байрамом. Просим у Всевышнего Аллаха Субхану ва Тааля, чтобы Он принял и вознаградил каждого за те благодеяния, которые будут совершаться в эти благие дни. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату.